Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема звучит так. Что вас ждет и что поменяется в вашей жизни, с вами что произойдет до конца месяца. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, так и спросите, что меня ждет, что поменяется в моей жизни до конца месяца. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. А вас ждет горячее время. Послушайте, события уже потихонечку прокрадываются в вашу жизнь. Да, может быть, не замечаете, а может быть, уже вы ощущаете на себе эти перемены. Но чем дальше мы идем к концу месяца, тем больше будут набираться обороты. У вас прям самая крайняя неделя месяца, ну просто дело не в проворот. Вы посмотрите, какие события. И любовный фронт у вас выскочит. И также ваша деловая жизнь. Кто работает, у вас сбор урожая, по-другому не назовешь. Кто не работает, кто, например, на пенсии, у вас появится очень много дополнительных дел. Сходить туда, поговорить, договориться, вас будут звать, приглашать. Какая-то прям мегаактивность в вашей жизни просыпается. Так, давайте по порядочку пойдем. Изначально мне очень нравится звездочка, которая у вас вышла в самом основании. Да, она небольшая, но тем не менее она есть. И она очень четко нам тут показана. Это говорит о том, что ваши мечты, ваши желания будут исполняться. Пусть не прям в один момент, пусть не сейчас там, или не завтра, но тем не менее. Вы сами своими собственными руками будете притягивать в свою жизнь исполнение ваших же желаний. Это очень классная позиция. Вы ни от кого не зависите, вы ни от кого ничего не ждете. Вы берете и исполняете то, о чем вы мечтаете, либо то, чего вы хотите. Да? Вы притягиваете это в свою жизнь. Дальше, мои хорошие, здесь есть человек, который за вами начнет ухаживать. Действительно, в полном смысле этого слова ухаживать. Может быть, вы уже в паре, в браке, но ваш спутник жизни особо за вами не ухаживал, там, вам не угождал, а тут в нем проснется желание. Желание проявить себя, доказать вам, что он вам очень-очень нужен. Да? Либо не бросай меня, я еще тебе пригожусь. У других же девочек явно идет поклонник, причем очень такой, знаете, возбужденный поклонник, будет прям на себе волосы рвать, да, доказывать, что он вам пара, что он вас достоин. Обрати на меня внимание, дай мне шанс, дай мне возможность. Смотри, я и так могу, и вот так могу. Да и вообще я просто супер. Люби меня, пусти меня к себе жить. Да? Будет проситься к вам, девочки. Но про жить я пошутила. Хотя не исключено, что он вас к себе будет приглашать, да, заманивать на свою территорию. Да, уж слишком он вас желает, слишком он к вам горит. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина, с кем у вас ранее не получилось, да, вдруг проявится с неожиданной стороны и в этот раз попытается сделать все возможное и невозможное, чтобы у вас все действительно получилось. Ухаживание. Ухаживание и такое прям время вы наслаждаетесь. Вы наслаждаетесь мужчиной, его отношением к вам. Вы чувствуете себя действительно леди, прекрасная леди. А он вот такой вот рыцарь в золотых доспехах, который совершает для вас подвиги. Либо какие-то вот очень громкие поступки делает. У кого-то, кстати, еще отыграется, что мужчина из интернета, вот, вы долго с ним общались, либо недолго общались, вы друг друга не видели. И тут мужчинка бросит все и приедет к вам, вот увидеться с вами.
посмотреть в ваши глаза, подержать вас за руку, да, почувствовать ваше тепло. Для вас это, конечно, будет как снег на голову. Вы не ждете, вы думаете, ой, ну да, встретимся, ну да, хочется, но не сейчас, попозже. Да? Недавно там общаемся, либо как-то не благоволит время таким вот встречам. А он бросит все и приедет. Не втерпешь мужчин. Вот хочу любви, хочу с тобой. И делай со мной, что хочешь. Я от тебя не отстану, пока ты не согласишься. Так, кстати, девочки, у кого на работе есть симпатия с коллегой, либо с начальником, мужчина будет действовать. Мужчина будет действовать. И даже у кого-то отыграется, что проходу давать вам не будет. Даже до такого дойдет. Покорили мужчину, с ума сошел. Будет за вами везде ходить и приглашать, звать, зазывать, заманивать, кто на что гораст. Но любовь идет, любовь и наслаждение тем, что мужчина за вами ухаживает. Красиво будет ухаживать, очень красиво. Так, вот интересный момент для тех, кто в ссоре, в паузе, либо даже между вами может быть расстояние. Как-то нехорошо вы расстались, либо на друг друга разобиделись. Мужчина первый выступит с предложением, либо придумает такой повод, чтобы пойти на сближение с вами. Если хотели, ждали, надеялись, пожалуйста, вот прекрасный шанс, прекрасная возможность на то, чтобы помириться. Мужчина, сразу хочу сказать, будет паинькой. Мужчине будет кровь из носа. Важно доказать, что он вам нужен, что вы без него не пропадете, да? Что без него плохо. Смотри, какой я хороший, прям помогатор идет к вам. Так. Помиритесь, если вы этого хотите. Если вы не хотите, если вы четко для себя решили, что нет, я тебя не хочу, пожалуйста, появится заменитель этого мужчины. И ему ничего не останется делать, как уйти, смириться, да, с такой ситуацией. Так, интересно, вот по работе. Работа, видите, прям даже молот нам вышел с правой стороны, такой классный. Работа будет кипеть. Вы вот прям двумя ручками держите и куете этим молотом денежку. Пойдет работа, пойдет жара. А кто работает с клиентами? Тут отбоя не будет от этих клиентов. Прям как лавина пойдет. У меня, кстати, была отсыпка. Мы на осень смотрели. Там тоже, по-моему, похожая была ситуация, когда очень много клиентов шло к человеку. И человек прям в запаре думает, боже, и денег хочется заработать, но и так много я не выдерживаю. У вас похожая ситуация. Возможно, это начало. Вот конец сентября, это будет начало вашей горячей поры по поводу работы с клиентами, с людьми, зарабатывания денег. Будет много, будете ковать эти деньги. Наковальня аж горячая. Так, для тех, кто работает на человека, да, на предприятие, либо на какого-то хозяина, закидают вас работой, закидают вас дополнительной работой. Проблем вот с работой, с деньгами у вас точно не будет. Абсолютно не будет. С чем будут проблемы? Так это с отдыхом. Понимаете? Вы все разные, да, но от денег никто отказываться не будет. И когда они к вам прям идут таким нескончаемым потоком, конечно, это просто грех от них отказываться, но вы должны учитывать и физиологию, свою физиологию. Выгорание, стресс, усталость, это все никто не отменял. Поэтому, мои хорошие, деньги деньгами, но отдыхать вы тоже не забывайте. И хорошо питайтесь. Это дает силы. Все-таки энергия у нас тоже с продуктов приходит. Но не злоупотребляйте вредняшками. Так, те, кто искал работу, работа будет, обязательно будете работать, все у вас наладится. Для вас вообще конец месяца такой период, когда вы не думаете о том, где бы вам раздобыть лишнюю копеечку, да, чтобы себе купить, на что потратиться, а где сэкономить. Вот совсем не будете думать. Вы будете четко уверены, что деньги у вас либо есть, либо будут. То есть вам будут платить, и платить вам будут щедро. Так, а для тех, кто не работает, у вас тут активность, смотрите, какая пойдет. Вы на расхват. Вас будут звать, вас будут приглашать, вы где-то будете выступать как эксперт, да, ваше экспертное мнение. Может быть, кто-то консультации будет у вас брать. Могут предлагать вам
ну, например, как дополнительную работу, там, подработку какую-то. Может быть, вы преподаватель, либо вы обладатель каких-то уникальных знаний. К вам люди потянутся за советом, за просьбой, там, научите, покажите, подскажите, дайте уроки. То есть вы будете, да, востребованы, очень будете востребованы. Это с одной стороны. С другой стороны, у вас дела появляются. Дела, вот, связанные с какими-то документами, оформление документов, может быть, субсидии, льготы. Какие-то вот возможности будут появляться. Возможности либо получить деньги, либо получить какие-то действительно скидки, льготы, субсидии. И вы будете этим заниматься. А почему нет? А почему нет? Даже если вы и не нуждаетесь особо. Да, если, в принципе, вы там жили, платили все там налоги, таксы, там, коммунальные, ну вот предоставится возможность, и вы будете этим заниматься. Вы будете ходить, оформлять эти документики, собирать документики. Все будете делать правильно и добьетесь, будете собой очень довольны. Вы еще и других людей научите. Я вот вижу людей, которых вы тоже научите, либо подскажете, что делать. И люди прям со слезами на глазах настолько вот вам благодарны за то, что вы есть, за то, что вы подсказали, за то, что вы научили. Может быть, даже вы для кого-то там что-то оформите правильно. Вот, очень много благодарных вам людей я вижу. Так, еще кто-то у меня будет участвовать в каком-то коллективе. Коллектив похоже на самодеятельность, либо как клуб по интересам. Может быть, ну, на спорт это менее похоже, хотя, может быть, и спорт. У вас какой-то коллектив. Коллектив людей, у которых единый интерес, единое желание. Люди вот с одной и той же мыслью. Очень, кстати, приятный коллектив. Может быть, вы раньше собирались, у вас были каникулы, теперь опять коллектив восстанавливается. Может быть, это новое место, но вам там очень понравится. Очень. Вы прям душой там будете отдыхать. Вы будете туда ходить прям как на работу, но с большим удовольствием. Так, мои дорогие женщины, женщины постарше, у вас ну, поклонник появится. Поклонник. Причем вот он будет поклоняться не конкретно тому, что вы женщина, а какому-то вашему таланту, либо какой-то вашей особенности. Может быть, он даже начнет быть вашим поклонником до момента вашей, ну вот как личной встречи. Может быть, в интернете познакомиться. Либо кто-то о вас расскажет, и вот человек будет ехать вот откуда-то далеко будет ехать, чтобы с вами встретиться, увидеться. Там, может быть, вы пианист, либо вы художница, да? Либо вы какие-то супервкусные пирожки печете. Но вот он будет специально ехать, чтобы увидеть ваш талант. Увидит вас и обалдеет. Здесь явно идет очень такая серьезная, зрелая любовь. То есть не молодые люди знакомятся, начинают встречаться. Тут мужчина тоже, знаете, как ну, вторая молодость придет, голову потеряет от вас 100%. И причем он такой быстрый, вы не успеете с ним познакомиться, как он уже будет делать вам предложение. Вот. Такая жара у вас начнется. Будете смеяться и говорить: боже, ну как так? Мне, да, там под 70, и у меня такой вот горячий женишок появился. А он действительно, он от вас не отстанет. Он будет постоянно с вами на связи, он будет приезжать, он будет вас куда-то зазывать. Какие-то путешествия вам, возможно, будет предлагать. Прям пристанет. Попробуй отдери, такой банный листик у вас появится. Но это хорошо, девочки, это хорошо. Вам будет чем заняться, вы будете развлекаться. Вы почувствуете себя живой, понимаете, живой. Жизнь забурлит, закипит. Кто-то он совсем списал уже в старушке на пенсию, да, туда подальше на печку. А нет, придется вставать, придется еще и платья красивые примерять, и причесочки делать, и с прекрасным кавалером по ресторанам походить. Ой, девочки, он вас подарками засыпет, забалует своим вниманием. Ну, зацветете, вы у меня точно зацветете. Будете еще молодушкам фору давать. Так, это замечательно, просто замечательно. Так, предупреждение, вот, пока не забыла, есть предупреждение. Предупреждение касается здоровья, простуды, вирусы, переохлаждения, перепады температуры. Обращайте на это внимание.
Вы все разные, вы все живете в разных странах, разные климатические зоны, но тем не менее идет одно предостережение для всех: простуды, вирусы. Соблюдайте меры предосторожности, не забывайте про гигиену, старайтесь избегать столпотворения людей, одевайтесь по сезону, не по погоде, а по сезону, чтобы вас плохая погода не застала врасплох. И держите ноги в тепле, это очень важно. Так, мои хорошие, еще про детей вам хочу сказать. Детей своих, внуков, детей, правнуков, там, племянников, племянниц, не ругайте. Не ругайте. И если кто-то критикует, либо какие-то претензии в сторону ребенка высказывает взрослый, например, человек, там, преподаватель, соседи, не знаю, там, знакомые, относитесь к этим претензиям скептически. Здесь могут быть наговоры. Здесь даже, знаете, как человек к вам плохо относится, не может к вам подойти в лицо, сказать и думает: зацеплю через ребенка. Да, вот так даже могут действовать. Поверьте, я вижу, что ваши детки хорошие, да, иногда могут баловаться, да, вы их прекрасно знаете. Но, тем не менее, то, в чем могут обвинять, либо какие претензии выставлять, ну, это все ересь. Поговорите с ребенком, скажите своему ребенку, что я верю тебе, потому что ты мой внук, либо ты мой сын, ты моя дочь, я верю тебе. То, что там твой преподаватель немножко не в себе, это мы с тобой видим. Поэтому, пожалуйста, веди себя поспокойнее, не давай повод, чтобы она нас трогала, да, либо там стебала, цеплялась к нам. Поверьте, ваш ребенок с удовольствием пойдет к вам навстречу, и вы даже сблизитесь именно по этой ситуации. Так, и еще важный момент связан с каким-то отъездом. Кто-то будет уезжать, либо готовиться к поездке. Значит так, не нервничайте, не переживайте, все будет хорошо. Смотрите, да, есть какие-то подводные камни, либо чего-то вы не знаете, как это все выглядит сложно, но вам бояться нечего. Даже если вдруг какие-то проблемы будут, поверьте, всегда будут находиться люди в вашем окружении, либо просто случайные люди, которые будут вам помогать. Это будут ангелы, ангелы, которые переоденутся в людей. Вам очень важно отправиться в этот путь, и вы в него отправитесь. Эту поездку, неважно, дальняя, короткая, у вас она приходится на самый конец месяца, либо даже переходит на следующий месяц, да, самые первые числа. Эту поездку вы ждали много-много лет, а кто-то, может быть, и всю жизнь ждал именно эту поездку. Эта поездка меняет судьбу. Как конкретно, я не скажу, я этого не вижу, потому что это не тема. Но если будет запрос, я сделаю отдельно, кто собирается в поездку. Напишите мне, я посмотрю, сколько человек напишет, и сделаю тогда вам отсыпочку, мы посмотрим. Но эта поездка, она действительно поменяет вашу судьбу, вашу жизнь, вашу судьбу кардинально и к лучшему, вот, чтобы вы не переживали. Бояться нечего, ехать придется, даже не надо, а придется. Вы никак не избежите этой поездки. Жизнь, судьба будет меняться. Слишком долго вы этого ждали, и это счастье, оно вам было обещано, считайте, что при рождении вам было обещано. Это все обязательно состоится. Ничего не бойтесь. Что бы там ни случилось, вы совсем справитесь, прорветесь, все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.